Во время выборов часто звучит главный вопрос – все ли происходит по правилам? Но кто эти правила определяет и где проходит та самая граница, которую нельзя переходить? Сегодня об этом поговорим в интервью с доктором права Игорем Янак. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что готовы ответить на наши вопросы. Ну и, конечно, перед тем, как вступить в избирательные кампании, всегда хочется поговорить о важном и главном и расставить точки над «и». Вот первый вопрос. Какие основные законы регулируют выборы в Народное собрание Гагаузии? На сегодняшний день источниками избирательного права и процесса в ВТО Гагаузии являются Конституция Республики Молдова. Конституция гарантирует избирательные права всем гражданам. Является Избирательный кодекс Республики Молдова, так как в Избирательном кодексе также содержатся определенные гарантии. И, конечно же, на территории АТО Гагаузии это уложение Гагаузии и Избирательный кодекс АТО Гагаузии. Что касается других законов, во время проведения выборов, естественно, могут быть предусмотрены вопросы, связанные с борьбой электоральной коррупции. Естественно, действуют и другие законы, но это уже касается ответственности. Соответственно, это законы Республики Молдова об ответственности за правонарушения, об уголовной ответственности и так далее. Что касается утверждения тех же самых результатов выборов в судах, суды пользуются теми же самыми кодексами Республики Молдова, поэтому мы можем смело говорить о том, что на территории АТО Гагаузии действуют как республиканские законы, так и местные законы. Да. Вот слово «подкуп» зазвучало, и слово, которое, собственно говоря, очень жесткое, со стороны закона карается законом, но очень сладкое для политиков и для всего избирательного периода. И как мы с вами стали свидетелями, очень часто подкуп является большой проблемой в избирательных кампаниях. Как людям распознать, где подкуп, а где просто помощь? Что касается оказания так называемой помощи во время электорального периода, то действующее законодательство Республики Молдова предусматривает ответственность за подкуп как в Уголовном кодексе, так и в Кодексе о правонарушениях. На самом деле, во время выборов допускаются, допустим, там определенные подарки, но стоимость не должна превышать 100 лей. Согласно? То есть кандидат может делать какие-то подарки избирателям? В виде календариков, ручки, блокноты, допустим, да? Но это агитационный материал. Агитационный своеобразный материал. Но при этом этот материал не должен превышать определенную сумму. Что касается помощи в виде картошки, гречки, муки, там, денежных, да, финансовых ресурсов, это считается подкупом, чистейшим подкупом, и на сегодняшний день наказывается действующим законодательством. Хочу отметить, что избиратели привыкли, может быть, к определенной помощи во время избирательного периода, но при этом они должны понимать, что электоральная коррупция – это всегда яд для любого демократического общества. Депутаты сегодня так называемо покупают эти голоса, а потом распоряжаются этими голосами, как они сами этого желают. И, как правило, потом обслуживать не интересы жителей, потому что они уже заплатили за этот голос, а обслуживать интересы определенных группы. И, соответственно, возникают иногда моменты, чьи интересы представляют депутаты Народного собрания Гагаузии. Ну вот интересно, вы сказали, что подарки не могут превышать более 100 леев. Ну вот я избиратель, кто-то кандидат, мне приносит календарь. Откуда я, избиратель, знаю, что этот календарь стоит больше, чем 100 леев? Как мне его оценить и не за это несет ответственность, да, за это несет ответственность кандидат. Но что касается тех же самых избирателей, они должны понимать, что на сегодняшний день тот же самый Кодекс о правонарушениях, статья 47 со значком 1, предусматривает ответственность не только за получение, но и за притязание определенное. И тот же самый избиратель, когда получает определенную так называемую помощь за участие, либо неучастие на выборах, за голосование за, либо против, он несет за это ответственность. И сегодня очень просто доказать, что это была электоральная коррупция. Потому что если, к примеру, допустим, до выборов нет? Об этих жителях никто и не вспоминал, а во время выборов или выборного года кто-то вспомнил, что есть жители Гагаузии, то это чистейшей воды электоральная коррупция. Если кто-то когда-то оказывал какой-то семье или бабушке там
всю жизнь определенную помощь, естественно, в этом случае, может быть, и правоохранители не будут квалифицировать это как электоральная коррупция. Но если это делается в выборный год, тогда могут быть, естественно, Но тогда вопросы об очень ответственности. просто нужно объяснить людям, где заканчивается помощь и начинается подкуп. Я думаю, что каждый человек осознает и понимает, что просто так никто никому ничего не раздает. Начнем с этого. На территории АТО Гагаузии, как и в Республике Молдова, нет институтов благородных дел. Мы все прекрасно понимаем, что во время выборов, когда оказывается определенная помощь, пускай это будет 200 ли, пускай это будет в виде гречки, пускай это будет в виде картошки, это в любом случае элементы электоральной коррупции. И вся проблема в том, что избирательное право является коллегиальным правом. И человек, который идет на выборы добросовестно, он не может участвовать нормально в этом процессе по той причине, что кто-то покупает эти голоса. Когда мы говорим о равенстве, если на сегодняшний день говорить об избирательном процессе есть определенный потолок финансовых ресурсов, которые могут быть потрачены. Для кандидата, да. И очень часто бывает так, что кто-то пытается в виде подарков это преподнести, но при этом хочу подметить, что если до определенного периода не было законов, которые регулировали эти вопросы электоральной коррупции, то, как показывает практика последних лет, все-таки появились законы и в Кодексе о правонарушениях, появились законы и в Уголовном кодексе, и эти люди, которые участвуют в электоральной коррупции, они уже находятся под уголовным преследованием, уже получили некоторые протокола, поэтому наши граждане должны проявлять определенную сознательность и не должны наступать на те же самые грабли и не должны, так скажем, повторно ошибаться. Давайте разграничим. Вот вы сказали, что нет у нас института благородных дел, но при всем при этом мы знаем, что есть люди, которые оказывают благотворительную помощь разного рода, и таких людей или таких компаний, акций проводят очень много в разное время года разные люди, да, или организации какие-то социально направленные и прочее. Когда можно рассматривать подобную помощь в пакетах, гречку, уголь, дрова, не знаю там что, как электоральную коррупцию? Только перед выборами и во время выборной кампании или как? Во время электорального периода. То есть как только начинается электоральный период. До всего этого любой человек может заниматься? Да, это может рассматриваться в виде помощи, но, как правило, у нас занимается распределением этих всех ресурсов именно во время электорального периода. Поэтому и возникают определенные сложные вопросы. Или может получиться так и получается так, что начинается до электорального периода, к примеру, да, но и во время электорального периода также продолжается распределение этой так называемой материальной помощи. Это также будет рассматриваться как электоральная коррупция. То есть до электорального периода, если они оказали помощь и во время начала электорального периода они приостановили свою деятельность, вопросов, скорее всего, не будет. А вот если будет продолжаться это все дело под видом благотворительной деятельности, то тогда вопросы, естественно, об ответственности. То есть давайте переведем это в более простую формулу, понятную как минимум для жителей Гагаузии. Да? Если какая-то организация, не будем ее называть, но все знают, что это за организация, которая на протяжении уже больше, чем полугода раздает какую-то материальную помощь людям по разным населенным пунктам. Если она свою деятельность не прекратит и в период выборной кампании, это будет считаться весь период электорального подкупа или как? Нет. Что касается электоральной коррупции, там не имеет значения размер. Вот, что есть касается... факт. Да, сам факт. Достаточно, чтобы они 1 месяц еще, к примеру, допустим, там что-то доплатили, оплатили, и там уже могут быть вопросы об ответственности. Но есть одна маленькая проблемка. У нас здесь на территории Гагаузии практически каждый год выборы, и поэтому очень сложно, не прекращается помощь. И очень сложно разграничить вот этот период. Скажите, мы говорим все-таки о подкупе, говорим об обещаниях, которые делаются в электоральный период. Газ по 10 леев, пенсия 8 тысяч леев и другие такие вот обещания. Это можно ли рассматривать как ложные аффирмации, которые можно считать как подкуп избирателя, потому что не может депутат Народного собрания Гагаузии обеспечить цену газа или там изменение тарифа на электроэнергию или установить цену, не цену, а размер пенсии? Это своеобразное мошенничество в избирательном, так скажем, процессе, когда обманным путем получают определенные голоса. Да, ввиду низкого уровня политического и правового сознания граждан, не все люди понимают, что от депутата не зависит цена на газ, не все понимают, что от депутата зависит цена на хлеб.
Но тем не менее находятся такие люди, которые Доверяют. используют эти инструменты. Дело в том, что в избирательном процессе и в политических определенных процессах, как правило, действует политическая ответственность. Поэтому и многие пользуются этим. Были мнения, чтобы закрепить на законодательном уровне юридическую ответственность за вот так называемое мошенничество в избирательном процессе. И я считаю, что на сегодняшний день все-таки те же самые программы депутатов, те же самые программы политических организаций, они должны быть реальными, потому что получается так, что тот, кто больше всех понаобещал, тот и получает определенные дивиденды, а потом даже не сдает экзамен на 2, не то, что там на 5 или на 10. Из-за этого уже никто не несет ответственность. За это не ответственность. несут ответственность, за это многие считают, политики, что они должны нести просто политическую ответственность. Не сдали экзамен, значит, уходят, естественно, в историю. И в данном случае граждане остаются этими, да, обещаниями. И получается так, что вот эти все кривые решения, которые впоследствии будут приниматься, они будут распространяться, к большому сожалению, только в отношении жителей, а не в отношении этих кандидатов. Еще один момент, который, как мне кажется, уже не новшество на территории Гагаузской автономии, но во время выборов нескольких Гагаузия имела с этим большие проблемы. Я говорю о том, как прописываются лица с одного населенного пункта в другом населенном пункте для того, чтобы обеспечить необходимыми голосами кандидата, который может себе позволить это, да, привести кандидатов из села Н и прописать их в селе X. Что это такое и что предусмотрено законом? В данном случае избирательный орган, центральный избирательный орган контролирует этот процесс. И вот что касается ответственности, я думаю, что, учитывая тот факт, что соответствующий орган обладает статусом констатирующего субъекта, они могут констатировать это как факт нарушения. Это кто? ЦИК делает? Это делает ЦИК. Но да. на территории Гагаузии были такие случаи, когда ЦИК не реагировал. Давайте простыми словами я постараюсь объяснить нашим зрителям. Дело в том, что это грязные избирательные технологии. И в этом случае, что касается противодействия этим грязным избирательным технологиям, это задача Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия – это не счетчик, чтобы просто считать голоса. Задача Центральной избирательной комиссии – обеспечить избирательные права граждан. И право избирать, и право быть избранным. Вот как показывает практика последних лет, если Центральная избирательная комиссия обнаруживает соответствующие нарушения избирательного права и процесса, то имеет полное право реагировать административными методами. Как? Почему наши могут вплоть до того снять недобросовестного участника, допустим, кандидата с выборов, как показывает практика парламентских выборов. Почему многие сейчас депутаты Народного собрания Гагаузии возмущаются? Потому что согласно сугубо избирательному законодательству АТО Гагаузии нет никакой ответственности ни у Центрального избирательного органа Гагаузии, нет никакой ответственности ни у кандидатов, ни у избирателей. И выборы проводились как могли или как хотели. На сегодняшний день, когда выборы проводятся как должно быть, то есть в соответствии с законом. Вы говорите, проводятся, вы имеете в виду как минимум последние парламентские выборы? Парламентские выборы, да, вот показали, как должно быть. И вот когда находились люди, которые использовали грязные избирательные технологии и нарушали тем самым избирательный процесс, Центральная избирательная комиссия имела полное право реагировать административными методами. Если до сих пор Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, к примеру, просто наблюдала за ходом выборов, то на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия Республики Молдова полностью осуществляет контроль и выступает гарантом обеспечения избирательных прав. Теми же самыми полномочиями Избирательный кодекс Республики Молдова наделяет председателя Центрального избирательного совета Гагаузии и секретаря Центрального избирательного совета. Если до сих пор они просто наблюдали за ходом избирательного процесса, то на сегодняшний день, если будут такие нарушения, то они имеют полное право констатировать соответствующий факт
и, естественно, пользоваться определенными административными инструментами. Говорит ли это о том, что Центральная избирательная комиссия, действующая и организованная для деятельности выборов Народного собрания Гагаузии, на этот раз на этих выборах обязана работать так же, как сработала Центральная избирательная комиссия Молдовы на последних парламентских выборах? Совершенно правильно. Вот нынешний закон, ныне действующий закон, наделяет статусом ответственного должностного лица председателя Центрального избирательного совета и секретаря Центрального Но вы сказали, избирательного имеет совета. право обратиться. Имеет право или обязаны эти два должностных Будучи констатирующим субъектом, они обязаны обеспечивать соблюдение избирательного процесса и избирательного права. В данном случае они будут констатировать эти нарушения и обязаны будут реагировать и обязаны будут применять те же самые административные методы. Хорошо, можно констатировать факт, но не применять никаких дальнейших действий. Тот же самый констатирующий субъект, вот любой, полицейский, в данном случае председатель и секретарь Центрального избирательного совета Гагаузии, они будут иметь право принимать определенные решения. Не просто констатировать, а принимать определенные решения. Простыми словами, если надо будет снять, они будут, естественно, снимать недобросовестных участников с избирательной гонки. Поняла. Скажите, на ваш взгляд, как на взгляд юриста, что обеспечивает независимость этого органа в Гагаузии, как Центральный избирательный совет, либо комиссия, как там назовут его депутаты НСГ? Что обеспечивает независимость? Независимость обеспечивает пропорциональное представительство. Вот сегодня, к примеру, если брать во внимание состав Центрального избирательного совета, трое представителей от представительной законодательной власти, от Народного собрания, трое представителей от исполнительного комитета и трое представителей от судебной власти. Вот этот принцип обеспечивает независимость. Кроме того, что касается независимости, если они избираются на 4 года, то получается срок полномочий Центрального избирательного совета и срок полномочий, допустим, исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии не совпадает. Это также обеспечивает определенную независимость. Определенную независимость обеспечивает статус ответственного должностного лица. Этот статус они получают от Центральной избирательной комиссии. И кроме Молдовы. Молдовы. И кроме того, что касается независимости, ныне действующее положение Избирательного кодекса Республики Молдова предусматривает тесное взаимодействие между Центральным избирательным советом и Центральной избирательной комиссией. Та же самая Центральная избирательная комиссия имеет возможность сотрудничать тесно с правоохранительными органами, поэтому эта независимость на уровне закона гарантирована, все зависит от практической реализации. На уровне закона, поняла, она гарантированная, вы перечислили почему. Но если Народное собрание и исполнительный комитет последние годы являются срощенными органами, то насколько ЦИК, созданный недавно, будет независимым? Конечно же, могут быть вопросы в той части, что многие представители Центрального избирательного совета, или, как вы говорите, ЦИК Гагаузии, это работники Народного собрания Гагаузии и работники или исполнительного комитета. Конечно же, могут быть вопросы по поводу независимости. Но проблема в том, что тот же самый председатель и секретарь избирательного совета, они не просто наделяются статусом, они еще и несут ответственность. И если будут вопросы по поводу независимости, по поводу законности или незаконности, то они будут нести ответственность как ответственные должностные лица. Еще очень важный, на мой взгляд, вопрос – админресурс. Не только в Гагаузии, но и в Молдове очень часто на выборных кампаниях наблюдается использование админресурса. Прямой вопрос, чтобы получить у вас очень точный, конкретный ответ для избирателей, зрителей, которые смотрят сейчас это интервью. Скажите, имеет ли право примар, директор учебного заведения, агитировать на рабочем месте за того или иного кандидата, либо за ту или иную партию? Согласно положениям действующего избирательного законодательства, не имеют права участвовать в агитации за того или иного кандидата. Они имеют право и возможность предоставить, допустим, что касается образовательных учреждений, если я не ошибаюсь, Министерство образования запрещает, запрещает, чтобы образовательные учреждения участвовали в агитационных мероприятиях. Они, если закон позволяет, допустим, определенным учреждениям
имеют обязанность предоставить равные возможности всем участникам, но заниматься агитацией, естественно, не имеют права. Представители публичной власти и представители публичных учреждений. Очень часто люди говорят, что коррупция крадет деньги у налогоплательщиков. И вроде как сложно с этим поспорить, потому что это делают, в общем-то, люди, которые наделяются теми или иными полномочиями для управления финансами. Как определить избирателю на выборах, что сейчас используется админресурс и крадутся деньги из бюджета для того, чтобы удовлетворить какие-то потребности избирательные тому или иному кандидату или той или иной партии? Очень часто бывает так, что используется служебный транспорт. И жители, и избиратели об этом знают. Очень часто бывает так, что соответствующие кандидаты остаются при исполнении своих обязанностей. Да, а что они должны сделать? Покинуть свои рабочие места? Они должны приостановить свою деятельность на время избирательного периода, чтобы исключить любые спекуляции на тему использования административного ресурса. И, соответственно, что касается финансовых ресурсов, что касается финансовой дисциплины, то контрольные органы, в том числе и счетная палата, должна на это реагировать. Как показывает практика последних лет, все-таки имеет место противодействие тому же самому использованию административных ресурсов, но на территории Гагаузии все-таки есть определенные вопросы, потому что и статус, и полномочия тех же самых представителей исполнительного комитета и депутатов регламентируются уложением Гагаузии и местными законами. Поэтому возникают определенные вопросы. Но если есть такое дело, если используют административный ресурс, то жители должны понимать, избиратели должны понимать, что этот депутат будущий или этот представитель власти будущий, он в любом случае и в дальнейшем будет использовать вот эти ресурсы, финансовые ресурсы, и должны понимать, что если у него изначально собственнический подход на публичное имущество и публичные финансы, то у него будет собственнический подход и во время исполнения своих служебных обязанностей. Если он изначально не может определить, что такое частное, личное и государственное, то и он в дальнейшем будет путать свое личное с государственным. Поэтому и жители имеют полное право изначально определиться перед ними кто. Мы были свидетелями в Гагаузии многих случаев о нарушениях в день выборов, точнее говоря, да? Но очень мало кто был готов об этих нарушениях заявить соответствующим органам, Центральной избирательной комиссии, либо правоохранительным органам. Вот такая пословица «моя хата с краю, я ничего не знаю», она как будто идеально ложится для того, чтобы жить спокойно, а не вовлекаться в какие-то судебные, либо иные какие-то тяжбы. Вот что должен делать избиратель, который увидел, заметил и либо зафиксировал это правонарушение, какие у него есть законные основания не бояться, то есть как закон его защищает и что он должен делать по закону для того, чтобы помочь обществу эти правонарушения заметить и зафиксировать. На каждом избирательном участке есть участковое избирательное бюро. Если избиратель выявил какие-то нарушения, имеет право подойти к председателю либо к члену участкового избирательного бюро, сообщить о соответствующих нарушениях, и председатель и члены участкового избирательного бюро, естественно, имеют полное право отреагировать. Кроме того, каждый избиратель имеет право обратиться в правоохранительные органы, если выявляет какие-то серьезные нарушения. Дело в том, что, я еще раз повторюсь, избирательные права – это коллективные права. И если все избиратели будут активно участвовать в этом процессе и активно защищать свои избирательные права, вот тогда мы можем говорить о демократических выборах. В обратном случае мы имеем дело с имитацией тех же самых выборов. Поэтому граждане должны проявлять определенную активность. К большому сожалению, как показывает практика последних лет, они проявляют гражданскую пассивность, потому что считают, что личные права и свободы имеют более важное значение. Но в последнее время в условиях, так скажем, нестабильности, в условиях нестабильности политической ситуации в АТО Гагаузии, мы должны понимать, что коллективные определенные права имеют определенный приоритет, потому что от того же самого права избирать и быть избранным зависит и право на мир, зависит и право на безопасность и многие другие коллективные права. Поэтому я призываю всех граждан при участии в избирательном процессе проявить определенную активность, так как на сегодняшний день, как бы обидно не было, на территории АТО Гагаузии есть и вопросы, связанные с национальной безопасностью. Почему от избирателя, от его выбора зависит то, насколько компетентным будет избранное лицо, депутат, башкан или неважно какое другое?
На самом деле, если говорить об избирателях, очень многие жители Гагаузии знают, да, про выборы чуть больше, чем некоторые даже кандидаты, молодые кандидаты. И они прекрасно понимают, что если выбирают кандидата, который некомпетентен, то появляются и соответствующие некомпетентные решения. Мы на сегодняшний день на территории АТО Гагаузии проводим практически каждый год выборы. И знаем, что такое выборы, и знаем про кандидатов не понаслышке. Тем более Гагаузия маленькая, и все друг друга знают. И вот если будет осознанный выбор у жителей, будут голосовать не по принципу сват, брат, кум, а будут голосовать по принципу, насколько компетентен этот кандидат, насколько он добросовестный. И самое главное, насколько у него есть желание работать в интересах жителей, вот тогда, может быть, и ситуация поменяется. Вот тогда, может, мы сможем выбрать хотя бы основную часть компетентных депутатов, которые будут работать во благо жителей. А часто бывает так, что в условиях, как бы обидно не было, клановой системы, голосуют по принципу свой-чужой. Если это региональные выборы, голосуют по принципу чадарлы, комратлы, да, и так далее. Или по принципу родства, если да, это или выборы по принципу родства. родства. Но при этом я хочу отметить, что те же самые избиратели должны понимать, что политика – это в первую очередь ответственность. Они должны выбирать ответственных кандидатов, которые не будут пользоваться одними привилегиями, а еще и будут нести определенную ответственность перед избирателями. Несет ли ответственность избиратель за то, что избраны некомпетентные лица на выборные должности? Если да, то как? В законе что-то прописано? Дело в том, что избиратели, может быть, и не несут ответственность юридическую, да, но несут определенную политическую ответственность и, самое главное, пожинают определенные плоды. Все зависит от того, какое дерево они посадили. И, естественно, в данном случае, если избиратели выбирают кандидата, который защищает сугубо свои интересы, как показывает практика последних лет, то этот населенный пункт, как правило, не представлен, эти избиратели, как правило, не защищены. И самое главное, что касается ответственности, я думаю, что есть определенная ответственность и у избирателей. К примеру, есть такой населенный пункт, как село Ферапонтьевка. За все годы существования АТО Гагаузии с этого села не было ни одного представителя в Народном собрании Гагаузии, ни одного жителя. А уроженцы этого села не было? Я имею в виду тот, который не просто прописан, а тот, который родился там, да, проживал там и так далее. Даже по принципу права почвы не было ни одного представителя. И, к большому сожалению, есть и другие населенные маленькие пункты, которым в этом плане не повезло. Мы можем говорить Но о том, закон что... позволяет прописаться там за такое-то время для того, чтобы быть избранным, либо выдвинутым. Вопросов нету. Я понимаю, там пару случаев могли быть, но не может быть так, что за все время существования Гагаузии в селе Ферапонтьевка не было ни одного человека, который достоин был бы, да, быть депутатом Народного собрания Гагаузии. И вот есть такие населенные пункты, которые несут все-таки сами избиратели определенную ответственность. Потому что такое происходит не только в силу того, что кто-то приходит с деньгами. Такое происходит и исходя из того, что эти избиратели безответственны за определенный выбор. Поэтому и избиратели несут полную ответственность, кто будет и как будет работать. Как избирателям предостеречься от того, чтобы их не склоняли к незаконному голосованию? Каждый человек обладает определенным разумом, каждый человек обладает определенным суверенитетом. Конституция и другие законы гарантируют свободный выбор. Каждый сам должен выбирать. Но проблема в том, что, исходя из низкого уровня правового сознания, не все граждане осознают и понимают, что все-таки каждый человек, обладая определенным суверенитетом, несет еще и определенную личную ответственность за тот или иной выбор. Многие избиратели, я думаю, что в глубине души, может быть, понимают, что они делают определенную ошибку, участвуя в определенных коррупционных моментах, потому что этот не совсем осознанный выбор, он обусловлен определенными элементами. И как показывает, или выгодой. Да.
или выгоды. И как показывает практика последних лет, очень часто бывает так, что сегодня проголосовали за одного кандидата, да, и если через неделю буквально проведут новые выборы, не исключено, что этот кандидат не пройдет, потому что на самом деле он не был ни симпатизантом, на самом деле он не был достойным кандидатом, просто ему своеобразно повезло, так как были использованы определенные грязные избирательные технологии, включая элементы электоральной коррупции. И учитывая тот факт, что гражданам уже объяснили, что такое электоральная коррупция, и объяснили это на примере, я думаю, что они должны все-таки делать соответствующий выбор осознанно. И как показывает практика существования Гагаузии за последние лет, не развития, а существования Гагаузии. Если попадают туда деструктивные личности, то Гагаузия не то что не развивается, Гагаузия своеобразно деградирует. И вот то, что мы имеем сегодня, на сегодняшний день, вот этот весь результат и в плане человеческих ресурсов, и в плане материальных ресурсов, да, это все продукт простой человеческой деятельности. Поверьте мне, что любое добро и зло – это продукт человеческой деятельности. Нам сверху никто не дарит депутатов. Нам сверху никто не дарит должностных лиц. Выбираем мы сами. И если речь идет о кривом выборе, и, естественно, имеем мы соответствующие кривые последствия, значит, речь идет о личной ответственности каждого. Тогда, как юрист, что вы посоветовали бы избирателям, чтобы сориентировать их на честные выборы депутатов Народного собрания Гагаузии? В первую очередь, избиратели должны понимать, что политика – это бремя ответственности, и они должны выбирать кандидата, который на самом деле понимает, что политика – это бремя ответственности. Во вторую очередь, жители и избиратели должны понимать, что политика – это искусство управления, должны акцентировать внимание на компетентность этого лица, должны акцентировать внимание не на пустые лозунги какие-то, а на реальные решения, на реальные действия, на биографию и так далее. Кроме того, должны акцентировать внимание на программу деятельности того же самого депутата. Если тот же самый депутат обещает заниматься тем, что будет финансировать фонд мира по озеленению Луны, они будут реализовывать определенные социальные программы, то в этом случае, естественно, избиратели должны дать соответствующую оценку. И я думаю, что есть очень много избирателей, которые могут и имеют возможность сделать осознанный выбор. Поэтому я всех жителей Гагаузии призываю к осознанному, правильному выбору, так как от осознанного и правильного выбора зависит наше будущее. В том числе зависит принцип ответственности перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Игорь, вы сказали, что выборы – это бремя ответственности. Бремя ответственности больше для избирателей или для кандидатов? И для избирателей, так как источником власти является народ. И, соответственно, для кандидатов при осуществлении своей деятельности. Но, еще раз повторюсь, даже для Гагаузии есть положение в законе об особо-правовом статусе Гагаузии. Носителем статуса Гагаузии является народ. Спасибо вам огромное. Спасибо и вам. Бремя ответственности лежит как на избирателях, так и на кандидатах. Но большее бремя ответственности все-таки на избирателях. Хотим качественных депутатов, значит, должны думать и качественно голосовать.